В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Проект строительства моста через Лену в Якутске вошел в проект национальной программы развития Дальнего Востока. Об этом сообщил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александр Точенов. Выступая на форуме сообщества для регионов Сибирского и Дальневосточного федерального округов, он отметил активную работу Общественной палаты Якутии по сбору предложений в программу и высказал мнение, что проект строительства моста будет с большей долей вероятности реализован. Якутия стала наиболее активным участником нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Об этом сказал премьер-министр региона Владимир Солодов, комментируя совещание по реализации нацпроектов с участием первого заместителя председателя правительства России, министра финансов Антона Силуанова. В частности, было подробно обсуждено развитие созданной на базе региональной лизинговой корпорации, которая должна работать для всего Дальнего Востока. В области развития экспорта предстоит многое сделать. Есть четкое понимание алгоритма действий в сферах алмазогранильной индустрии, лесного и сельского хозяйства. В перспективе к ним может добавиться газохимия и, конечно, экспорт услуг, туризм, образование и отдельные отрасли здравоохранения. Компания «Алроса» получила премию Diamond Empowerment Fund за реализацию социальных проектов для жителей регионов присутствия. Церемония вручения премии состоялась в рамках крупнейшей отраслевой выставки в Лас-Вегасе. В ней приняли участие генеральный директор «Алроса» Сергей Иванов и президент Diamond Empowerment Fund Анна Мартин. По ее словам, «Алроса» поддерживает социальное развитие Якутии с самого момента начала работы. Сегодня социальная ответственность является одним из ключевых направлений деятельности компании. В 2018 году социальные инвестиции «Алроса» превысили 10 миллиардов рублей, что позволило компании реализовать более 500 социальных и благотворительных инициатив. Мирнинское авиапредприятие «Алроса» успешно завершило подготовку служб и спецтехники аэропорта к работе в летний период. Проведена масштабная работа по сезонной подготовке спецавтотранспорта, задействованного в коммерческом обслуживании воздушных судов. Прошли техническое обслуживание и подготовлены к работе самоходные пассажирские трапы. Технический осмотр в Гостехнадзоре прошла тракторная техника. Для поддержания и в эксплуатационной годности взлетно-посадочной полосы и объектов аэропорта, а также обеспечения безопасности полета в весенне-летний период запланирован ремонт сетей электроснабжения и светосигнального оборудования. Общие затраты на ремонт составят более 32 миллионов рублей. Умную теплицу строят на якутском дальневосточном гектаре. Житель поселка Айхал Мирнинского района Якутии Виктор Витеско оформил дальневосточный гектар рядом со своим домом. В целях получателя участка открыть собственный бизнес по выращиванию овощей. Для этого на участке он уже построил теплицу. Конструкция теплицы предельно простая. Каркас выполнен из бруса, обшивка из листов поликарбоната. Однако после подключения к коммуникациям будет настроена автоматизация климатических систем в теплице. Якутянин заказал оборудование, с помощью которого будет автоматизирована температура, полив, освещение, проветривание и влажность. По его словам, работа в теплице будет вестись круглогодично. Сезонность будет выражаться в продукции. Зимой планируется выращивать зелень, а летом овощи. По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на сегодняшний день на территории Республики Саха-Якутия зарегистрировано более 8 тысяч договоров безвозмездного пользования земельными участками. Всего участниками программы «Дальневосточный гектар» уже стали около 75 тысяч человек. Сбербанк приостановил планы по работе с криптовалютой, сообщил журналистам вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов. По его словам, это произошло из-за негативного отношения Центробанка России к данному продукту. Банки ждали законодательства, которое бы позволило торговать криптовалютой, однако на текущий момент регулятор смотрит негативно, поэтому план приостановлен. В конце 2017 года руководитель Сбербанк КИП Игорь Буланцев говорил, что дочерний банк Сбербанка в Швейцарии работает над возможностью открытия счетов в криптовалюте. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.